Более подробно о деятельности Министерства труда, занятости и социального развития Ингушетии нам расскажет руководитель ведомства Хаджибекир Муталиев. Он сейчас в нашей студии. Хаджибекир Тимурланович, Серик Халшин, приветствую вас в нашей студии. Ну и первый вопрос, давайте начнем с цифр. В каком размере вообще были произведены выплаты на детей, репрессированным, семьям мобилизованных и другим категориям граждан за первое полугодие? Значит, в течение этого года, с начала года, семьям, тем, которые не перешли на универсальное пособие, семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, в количестве более 15 тысяч, а именно 15 326 семей, выплачено около 2,5 миллиардов рублей. Это ежемесячное пособие, максимальный размер, который составляет размер прожиточного минимума, установленный в нашем субъекте, то есть 13 851 рубль. Произведены выплаты реабилитированным гражданам на проезд транспортом, железнодорожным транспортом по территории Российской Федерации более 3,5 рублей. Произведены выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. У нас, к сожалению, всего один ветеран Великой Отечественной войны остался. Да. Членам семей, находящихся на иждивении, и вдовам на 1 555 000. Произведены выплаты по оплате коммунальных услуг федеральным и республиканским льготникам в сумме 344 миллиона рублей. Но здесь у меня объявление для нашего населения. Если репрессированные граждане получают примерно 80% от общего количества, пользуются этой льготой, то количество инвалидов, проживающих в республике, граждан с инвалидностью и не пользующихся этой льготой, составляет примерно 78 000 человек. То есть я предлагаю обращаться к гражданам с инвалидностью, которые не пользуются льготой по оплате коммунальных услуг, обращаться в наши клиентские службы и получить установленным законом поддержку. Да, и эта льгота будет действовать на весь период оплаты коммунальных услуг. Отлично. По другим выплатам безработным гражданам более 500 миллионов рублей мы в этом году выплатили пособие за уже 8 месяц. У нас сейчас пособие будет выплачиваться. Ряд других льгот и выплат мы своевременно до нашего населения довели. Задержек не было, да? Задержек не было. Ну, были объективные по проверке этих выплат. После завершения их процедур своевременно до людей доводили. И с начислением никаких проблем не возникает? С начислением вопросов нету. По оплате коммунальных услуг единственное действует у нас отдельный приказ, совместный приказ Минтруда России и Минфина. В течение 1,5 месяца у нас уходит на проверку правильности и обоснованности назначения средств. Но это будет действовать до момента снятия с республики мер бюджетного принуждения. После снятия мер бюджетного принуждения этот приказ уже будет отменен, и выплата будет осуществляться на 2-ю неделю максимум с опозданием. Ну, теперь давайте перейдем к ситуации на рынке труда. Какова вообще численность экономически активного населения республики? Ну, по данным органов статистики, экономически активное население республики чуть более 280 000. Занято в экономике 200 200 человек, и не занято в экономике являются, это общая безработица, 79 900 человек. Процент общей безработицы 27,5%, регистрируемая безработица составляет сегодня 9,3%. Высокая безработица. Высокая безработица, но если взять цифры за аналогичный период прошлого года, в 2022 году у нас регистрируемая безработица составляла 11,1%, а сегодня 9,3%. И количество нетрудоустроенных граждан, общая безработица была на порядок выше. Почему удалось достичь определенного снижения? Потому что в республике в 2022 и 2021 году реализовывался комплекс мероприятий, направленных на снижение на рынке труда. Массово в республике реализовывались инвестиционные проекты, в том числе проекты, которые ранее у нас отрасли промышленности не были представлены. Обувная фабрика, швейная фабрика. Простаивающие, да. Но обувная фактически у нас не было в республике такого производства. Это было, значит, впервые создано. Другие проекты инвестиционные, которые предлагали рабочие места, ряд социальных объектов, которые массово у нас строятся, это школы, медицинские учреждения, опять же, создавали возможность для трудоустройства. Новые рабочие места. Поэтому, да, ситуация непростая, безработица большая, но в том числе в этих 79 тысячах человек безработных, которые официально у нас общая безработица составляет, большой процент лиц, которые свои трудовые отношения не зарегистрировали, неформальной занятости. Эти люди решают себя в положенных, предусмотренных государственных льготах. В первую очередь это будущее, это пенсионное отчисление, будущее пенсии. Но в республике создана комиссия, в каждом районе городе комиссия есть по выявлению незанятого, значит, неформально занятого
граждан, предлагают им трудоустроиться, не трудоустроиться, а зарегистрировать свои трудовые отношения и начать получать отчисления, в общем, в рамках закона работать. Ну, хорошую работу провели, в том числе и в рамках ярмарок вакансий. Да, у нас в этом году общероссийская ярмарка вакансий состоялась, был региональный этап и федеральный. На региональном этапе у нас было более 13 тысяч вакансий от работодателей из других субъектов, 470 вакансий от работодателей Республики Ингушетия. Посетило мероприятие где-то 1600 участников. В первую очередь это выпускники последних классов школы, выпускники общеобразовательных учреждений, учреждений высшего образования. По результатам первого этапа ярмарки вакансий трудоустроено 74 человека. И недавно прошел другой федеральный этап ярмарки вакансий. Опять же, у нас была возможность связи онлайн с работодателями, расположенными в других субъектах, в том числе Самарская область, заводом АвтоВАЗ и другими работодателями. Количество трудоустроенных по результатам ярмарки вакансий второго этапа составило 25 человек. Но были оказаны профориентационные услуги, около 600 человек. И эту работу по трудоустройству людей, в основном молодежи, другие субъекты Российской Федерации мы будем продолжать. Вы знаете, к нам приезжал представитель АвтоВАЗа, вице-президент АвтоВАЗа. И 25 августа у нас планируется, опять же, проведение мероприятия с участием работодателей Самарской области, в том числе представителей завода АвтоВАЗ. Но мы отдельное объявление до наших граждан доведем и предоставим возможность задать вопросы по трудоустройству на это предприятие и получить компетентные ответы. Да, есть сейчас хорошая возможность устроиться на предприятие АвтоВАЗ, и считаю целесообразным сейчас показать видеоматериал, поскольку молодые люди из Ингушетии будут работать на самом крупном предприятии российского автопрома АвтоВАЗ. Об этом президенту Владимиру Путину доложил гендиректор Максим Соколов во время совещания, посвященного вопросам развития отечественной промышленности. Как сообщил Соколов, группа из Ингушетии приступит к работе уже на следующей неделе. Давайте посмотрим. Что касается нашего коллектива, то мы не только никого не сократили, но даже начали набор персонала. Повысили заработную плату, она долгие годы не была индексирована предыдущими акционерами. В целом она возросла почти на 30%, а для работников непосредственно конвейера, рабочих специальностей, то на все 40. Но мы понимаем, что высасывать его из окружающих предприятий, в том числе малого и среднего бизнеса, бессмысленно, потому что они же работают в основном на нас, на АвтоВАЗ, поэтому мы работаем с регионами. Вот сейчас, на следующей неделе, к нам прилетает партия молодых ребят из Республики Ингушетия. Работаем со странами ближнего, дальнего зарубежья. Но самое основное, мы восстановили целевой прием. Продолжаем беседу с нашим гостем, министром труда, занятости и социального развития. Хаджибекир Тимурланович, такой вопрос. Какая работа проводится в нашей республике в плане организации профессионального обучения безработных для их дальнейшего трудоустройства? Ну, квота, предоставленная республике, это 280 человек, которые могут иметь возможность через портал «Работа в России», единый цифровой портал, подать заявку и получить услуги по дополнительному образованию. Какие это категории? Это женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, это молодежь до 35 лет, это предпенсионеры и недавно добавившаяся категория — это члены семей и участники специальной военной операции. 295 заявок на портал «Работа в России» подано. Не значит, что все будут одобрены. Это много или мало? Превышает квоту. Превышает квоту. Одобрено 163, которые уже приступили к образованию дополнительному, и 62 человека уже прошли, закончили образование. Это наиболее востребованные на рынке труда специальности. Это менеджмент финансов, конкурсные управляющие, закупки по торгам, 1С бухгалтерия, английский язык, дело производства, такого плана. То есть у граждан вот это желание обучиться и дальнейшее получить, да, усовершенствовать и бесплатно получить возможность поднять свою квалификацию, овладеть новой профессией, в общем, повысить свои профессиональные качества. Еще один вопрос, Хаджибекир Тимурланович. На какой стадии строительства второго корпуса Дома ветеранов в сельском поселении Сурхихи? Отдельно, да, хотелось бы остановиться, потому что это у нас 23-й год прорывной.
Второй спальный корпус для нужд государственного бюджетного учреждения Дом ветеранов строится. Начало строительства марта этого года, окончание конец этого года. Общий объем средств 316 миллионов рублей, из них 313 миллионов федеральный бюджет и 3 миллиона республиканский бюджет. Идею эту удалось реализовать благодаря поддержке главы. Значит, было соответствующее обращение, им подписано на министра труда, и в рамках нацпроекта перспективный план, который нам предоставлял Минтруд России 2025 года, нас перенесли на 2023 год, и в этом году учреждение начато строить. Начали строить по той же проектно-сметной документации, по которой у нас в 2021 году был построен первый спальный корпус. То есть по окончанию текущего года мы получим крепкое социальное учреждение на стойку эко-мест, совершенных современных условиях люди будут получать услуги реабилитационные, медицинские. Это хорошая поддержка социальному сектору республики. Как вы считаете, успеете в сроки до конца года? Заказчиком является Минстрой, но по тем темпам, которые они сегодня ведут, уже начата кладка кровли. То есть за 5 месяцев возвели стены, внутренние перегородки и уже завершают кровлю крыши. Я уверен, что они успеют, тем более, что на контроле у Минтруда России объект находится, там прямая камера онлайн, и в онлайн-режиме Минтруд России контролирует ход строительства. В случае каких-либо задержек или других обстоятельств, которые препятствуют, сразу идет прямой звонок Минтруд и Минстрой Ингушетии для устранения нарушений. Отлично, отлично. На этом все. Желаю вам успехов и плодотворной работы.